Оформление патента – сложная сторона международной популярности масс-рестлинга. Документы, подтверждающие право на инвентарь и экипировку, имеют срок годности от 3 до 5 лет. Каждая процедура стоит энную сумму денег. Например, сейчас закончился период действия патента на самый главный инвентарь – палку перетягивания. К сожалению, наш российский патент он действует только в странах СНГ и на часть стран Европы, и на другие части света практически он не работает. Поэтому нам нужно иметь патент, который бы работал и в европейской части, особенно в американских континентах. Марина Федоренко – двукратная чемпионка мира по масс-рестлингу. Пару лет назад она и думать не могла о таких титулах, занимаясь национальным видом спорта. Спортсменка рассказывает, что соперники из других стран учатся быстро. Труднее и труднее становится бороться с ним. Они изучают, видео смотрят, соревнования сами проводят. Поэтому и силовые показатели у них хорошие. Поэтому нам тоже надо, чтобы лицом в грязь не ударить и не расслабляться. Чемпионаты России, континентальные турниры, кубки и чемпионаты мира. Якутский национальный вид уже объединяет тысячи людей по всей планете. Пока федерации зарубежных стран спорт, инвентарь и экипировку делают по рекомендациям якутян. Мне кажется, что мы не полную силу привлекаем крупных компаний, организаций. Например, мы ездили в США, там тоже инвентари очень хорошие, очень качественные. И в других тоже странах. Развитие национальных видов, в том числе масс-рестлинга, в основном зависит от финансирования профильного республиканского закона. Впрочем, эксперты и сами спортсмены считают, что уповать только на госбюджет не стоит. Сегодня федерации якутского масс-рестлинга работают в 43 странах мира. Это хорошая возможность для продвижения имиджа республики, привлечения инвестиций и, бесспорно, еще один шаг к попаданию в олимпийскую семью. Айна Внакурова, Денис Попов, Вести.